Емко и по делу в прямом эфире программа «Важный вопрос» в студии Алана Гадзацева. Здравствуйте. СОГУ стал победителем 7-го конкурса Минобрнауки на получение мегагрантов. Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Наука». Участие приняли ведущие ученые из 46 стран мира совместно с более чем 200 организаций из России, из которых 110 университетов и 65 научных организаций. Ежегодно около 2000 молодых ученых принимают участие в исследованиях, поддержанных мегагрантами. В рамках реализации проекта ученые получат 60 миллионов рублей за 3 года. Победителями стали 36 научных центров и вузов, которые получат средства из федерального бюджета на исследования по приоритетным направлениям науки и техники. Работы начнутся уже в 2019 году, а всего Минобрнауки планирует выделить на это 3 миллиарда рублей. Как будет реализован проект в Северной Осетии, поговорим с ректором Северо-Осетинского госуниверситета Аланом Огоевым, а также в нашей студии Александр Блиев, руководитель, подскажите вашу должность. Федерального центра коллективного пользования по нанотехнологиям. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что пришли к нам в студию. И хочется поздравить вас с таким важным, значимым для СОГУ и в целом для республики событием. И хочется в первую очередь задать вопрос, с чего начнется работа. Вот уже буквально она начинается с 2019 года. Что в первую очередь будет сделано, Алан Нурзмагович? Спасибо за поздравления. Для нас это на самом деле очень знаковое событие. Для ученого мира, я бы даже сказал, нашей республики и не только нашего университета. Факт доверия со стороны Министерства науки и высшего образования к нашему коллективу, научному коллективу, реализовывать тот проект, который мы заявили, начиная уже с 2019 года, фактически мы уже в течение этой недели активно занимаемся взаимодействием с нашими зарубежными коллегами и коллегами, которые могут принимать в этом исследовании учеными. Ведем переговоры. Сейчас ведется подготовительная работа с точки зрения организации рабочего места, подбор и закупка необходимого оборудования. И самое главное – это план мероприятий по тому, как будет реализовываться данное научное исследование. Я хотел отметить, что данный грант будет реализовываться в течение 3 лет. А в дальнейшем по решению и заключению нашего учредителя возможно продление еще на 2 года. И здесь очень важно отметить, что от того, как сложится сейчас коллектив, правильное выбранное направление научного исследования, зависит уже и конечный результат данного исследования. Ну и хочется задать вопрос, конечно, велась серьезная подготовка, прежде чем получить этот грант. Хочется услышать об этой подготовке. Я не знаю, Алан Нурзмагович, это к вам или, вернее, вам адресовать этот вопрос? Ну, видимо, ко мне, да. Значит, естественно, мы получили этот грант, имея какой-то задел. Но, значит, этот задел мы делали много лет и участвовали и раньше в других конкурсах, но, к сожалению, вот первый раз нам, так сказать, улыбнулось счастье. Вот это сожаление, такое сразу, такой грант. И то, что первый раз, да. И работа эта посвящена, научные исследования посвящены разработке катализаторов. Эти катализаторы имеют аналоги за рубежом, но они изготавливаются на основе дорогостоящей платины. Мы же в нашей работе использовали недорогостоящие металлы, и на основе этих металлов формировали мы катализаторы. Эти катализаторы применяются для топливных ячеек, они применяются для очистки нефтепродуктов, они могут применяться и для глубокой переработки углеводорода. Вот, собственно, наше приоритетное направление, где мы участвовали, это как раз тот раздел, где имеется в виду глубокая переработка
углеводородов. Дело в том, что вот углеводороды, ну, в частности, бензин, там, дизельное топливо и так далее, отработав в двигателе автомобиля, идет выхлоп СО2, углекислоты. Значит, вот взаимодействие с этими катализаторами, значит, этот вредный газ для окружающей среды может обратно превращаться в метанол, то есть снова использоваться в виде топлива. И на этом, во-первых, коэффициент полезного действия увеличивается, во-вторых, значит, экологическая обстановка улучшается. То есть это действительно значимо не только для Осетии, не только для России, но, в общем-то, для всего мира. Естественно, да. Да. И хочется уточнить еще такой момент, вот степень значимости, да, этого события для нашего региона, для всей научной среды. Алан Розмагович, вот мне хотелось, чтобы вы об этом сказали. Ну, в первую очередь, как уже отметил Александр Петрович, что данная научная разработка, которая велась нашими сотрудниками, нашими учеными и преподавателями на протяжении многих лет. И то, что сегодня мы имеем возможность реализовать эти наши научные достижения и наши идеи, позволяют в первую очередь создать научную школу. Это позволяет привлечь ведущих ученых мира к нам в Осетию, к нам в ВУЗ, значит, для коллаборации, выстраивания и обменом научной мысли. И еще очень важный момент, что в данную работу будут вовлечены наши студенты, наши магистры и аспиранты. То есть это тема для очень интересных исследований, которые послужат основой для защиты кандидатских и докторских диссертаций. Это тема мирового уровня, как уже было отмечено, которая связана не только с физикой, но и с химией, с экологией, с биологией. Поэтому там будет междисциплинарное взаимодействие на площадке данной научной мысли. И, безусловно, для нас это, еще раз повторюсь, большая ответственность и значимость данного гранта, потому что фактически сегодня мы получили подтверждение той научно-исследовательской работы, которая велась на протяжении многих-многих лет в нашем университете. Грант не появляется просто так, научная мысль не появляется просто так. Это долгие годы работы наших преподавателей, наших ученых. Это выигранные мероприятия до этого события, это и программа стратегического развития, которая была выиграна в 2012 году, в рамках которого было закуплено великолепное оборудование общей стоимостью порядка 75 миллионов рублей, которое позволило сделать очень большие шаги вперед, значит, выстроить отношения с нашими коллегами как в Северокавказском федеральном округе, так и в стране в целом. И сегодня мы имеем еще одну ступеньку для того, чтобы продвинуться вперед уже на международном уровне в рамках международной повестки. И то, что Министерство науки и высшего образования присвоило нам и дала возможность реализовать этот мегагрант именно в рамках международных исследований, дает повод нам для гордости. Вы говорите, что будут привлекаться ученые с мировым именем, но хочется отметить местные кадры, да? То есть насколько наши местные кадры готовы. Вы говорите, что есть серьезная база, подготовленная, да? Может быть, требуется какая-то дополнительная подготовка, переподготовка кадров. Готовы ли мы уже сейчас реализовывать этот проект? Безусловно, готовы. В чем заключается наша готовность? В желании работать. Повышать квалификацию нужно постоянно. Меняется программное обеспечение. Каждый год фактически с какой-то периодичностью производится и выпускается новое оборудование с учетом новых технологий. И я думаю, что вовлечение туда наших ученых, я имею в виду Северной Осетии, потому что мы будем работать и сотрудничать со всеми вузами, со всеми учеными, даже сказал, которые имеют желание быть включенными в этот процесс, это будет возможность для реализации этого проекта.
Ну и такой вопрос. То есть это в рамках проекта будут проводиться исследования или уже будет даже какая-то работа по внедрению вот этих вот разработок, да? Будет ли такая работа? Я думаю, что Александр Петрович более подробно об этом скажет, но ключевой момент – это поиск индустриального партнера. Это тот, кто будет заинтересован в реализации той научной мысли, которую мы доведем до, думаем, продукта. Исследования, естественно, уже какие-то проведены, но будут продолжаться. Это, в общем-то, фундаментальные исследования, но эти исследования должны закончиться какой-нибудь прикладной работой. Значит, то есть должно быть внедрение. Вот Алан Рузмагович говорит правильно, что нужен индустриальный партнер, который потом воплотит в производство вот те идеи наши, те разработки, которые... Передовые разработки. Передовые, сказать, да, которые... Значит, ну, есть какие-то предварительные переговоры с какими-то организациями, значит, как на Северном Кавказе, так и, значит, более развитых центрах. Но, естественно, работы предстоит очень много, и надо довести до конца и исследования, и надо разрабатывать технологии для внедрения вот этих разработок в производство. Вот Алан Рузмагович сказал, что будут к этому иметь отношение и аспиранты СОГУ, возможно, даже там бакалавры, да? Какую роль они могут играть в этом процессе? Естественно, значит, то оборудование, о котором упоминал Алан Рузмагович, это действительно уникальное оборудование. Вот я могу сказать, что на Северном Кавказе вот такого комплекса научных установок, как вот есть в нашем центре, скорее всего, нет, значит, потому что к нам обращаются и другие регионы округа, и студенты, и бакалавры, и магистры, и аспиранты все время находятся в этом центре. То есть они имеют возможность непосредственно участвовать и в этих исследованиях. Значит, я могу сказать, что значит, уже 2 аспиранта по этой тематике защитили кандидатские диссертации. Значит, на подходе будут и другие. И, конечно же, это будет развивать науку не только в Всероссийском университете, но и в республике в целом. Гордость берет, слушая ваши ответы. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и продолжим наш эфир. Продолжаем важный вопрос. Алан Рузмагович, СОГУ регулярно принимает участие в различных конкурсах. Мы только успеваем замечать в новостях заголовки о том, что СОГУ выиграл. И вот одна из последних новостей – это по поводу конкурса «Старт». Выиграли тоже грант на разработку биологически активного фитокомплекса. Хотелось бы, чтобы вы об этом рассказали. Это прям совершенно свежая новость. Относительно недавно был создан научно-образовательный центр «Бионариум», который занимается на основе ботаники, сбора информации о травах, которые произрастают на территории Северного Кавказа. И если мы подходим к этому процессу с научной точки зрения, то, безусловно, продукт становится более качественный. Один из продуктов данного центра является ЧИИ, производство, сбор трав для чая, и поэтому мне кажется, что достаточно успешный проект был регистрирован и подан как заявка на грант, и этот грант был выигран этим коллективом, и надеемся, что в ближайшее время жителей республики мы порадуем профессиональным, с научным подходом, сбором правильных трав для, значит, употребления чая. Ну, мы надеемся, что это будет полезно и для развития, и для улучшения имиджа нашего региона, нашей республики. Да, это связано не только даже с чаем, сколько с непосредственно
аккумуляции информации о тех растениях, о тех травах, которые произрастают на наших склонах. И какая возможность использовать и эти травы в лечебных целях в том числе. Поэтому это такая первая ступенька, первые шаги, которые позволят нам раскрыть потенциал уже ботаников. И еще в 2017 году был конкурс приоритетного проекта Минобрнауки «Вузы как центры пространства создания инноваций». Мы уже говорили о важнейшем инновационном проекте. Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали о той деятельности в рамках этого проекта. В данной части предполагается очень тесное взаимодействие с правительством республики, с органами исполнительной власти нашей республики. И мы надеемся, что Северо-Осетинский госуниверситет всегда являлся основой для подготовки кадров для экономики, для всех сфер экономики. И в рамках постановки задач, которые сегодня ставятся главой республики, правительством в части реализации стратегии социально-экономического развития до 30 года, то роль, которую должен сыграть Северо-Осетинский госуниверситет, должна заключаться в конкретных прикладных вещах. То есть понятно, и задача, которая перед нами основная стоит, это образовательный процесс. Безусловно, это подготовка научных кадров, фундаментальная наука, но и прикладной характер, который выражается в таких вещах, допустим, как участие Северо-Осетинского госуниверситета в развитии туризма в республике. Вы знаете, мы анонсировали, что наш университет стал фактически третьим вузом в нашей стране, который стал аффилированным членом Всемирной туристской организации под эгидой Организации Объединенных Наций. 23-я Генассамблея, которая проходила впервые в России, в Санкт-Петербурге. Это позволит, контакты международного, и российского уровня позволят нам вместе, в частности с Комитетом по развитию туризма в республике, с правительством, продвигать определенные идеи, создавать маршруты, потому что университет является центром компетенций в области истории, культурологии, археологии, других направлений, которые являются основой для популяризации и развития данного направления. Безусловно, есть и инженерные направления, которые мы также будем инициировать как новые проекты, инвестиционные проекты, которые должны появляться в республике для создания новых рабочих мест. То есть мы позиционируем, что Северо-Осетинский госуниверситет является надежным партнером для нашего правительства, для реализации тех стратегических поставленных задач, которые пытается реализовать сегодня республика. И коль уж мы так много говорим о грантах, даже в том числе в нашем сегодняшнем эфире, это своеобразный тренд и в образовании, и вообще в принципе в различных сферах. Это очень такая удобная форма работы, как мне кажется, я думаю, что вам тоже. И хочется уточнить, вот в СОГУ, в вашем вузе, работа по грантовым конкурсам, она происходит как-то централизованно или просто отдельные направления, отдельные факультеты, возможно, какие-то центры работают каждый по своим направлениям грантовых конкурсов? Либо есть какой-то единый институт, который следит за всеми конкурсами? Данный процесс реализуется абсолютно в разных плоскостях. То есть у нас есть и центр, который занимается этим, но основной акцент и центр ответственности все-таки перемещен непосредственно на факультет, на кафедру, где есть ученые с их интересами, и которые мониторят ситуацию, где есть возможность получить финансовую поддержку на исследования в данном направлении. Как отмечал уже Александр Петрович, что мы достаточно часто и регулярно принимаем участие в всевозможных конкурсах и грантах, но, к сожалению, не всегда являемся победителями. Так вот, здесь на сегодняшний день залогом успеха является ее вариативность заявок и количество исследований. Понятно, что если вы будете представлять только одну заявку в год, то она, как правило, не будет поддержана. И наоборот, если мы предлагаем достаточно большой спектр научных исследований и разработок, понятно, что и глубина проработки ее тоже может быть различна, но на том или ином этапе обязательно какая-либо заявка будет поддержана. Поэтому задача руководства, администрации и, в частности, факультета заключается в том, чтобы обеспечить некий поток этих исследований.
Грант не выигрывается просто так. Доступ к фондам, к финансовым ресурсам определяется сегодня в рамках жесткой конкуренции. И доказательство вашей состоятельности, оно определяется неким научным следом, который выражается в публикационной активности. И чем выше рейтинг ваших публикаций, чем выше рейтинг статьи, которые выходят в том или ином журнале котируемом, это обеспечивает вам большие гарантии, большую возможность получить этот финансовый инструмент для реализации ваших научных идей. То есть конкуренция, жесткая конкуренция, значит, и иной источник перераспределения финансовых средств для поддержания науки сегодня это те условия, в которых мы вынуждены работать. Угу. Ну вот мегагрант был выигран в рамках нацпроекта «Наука». Хочется уточнить, какие, может быть, еще планируются в ближайшем будущем проекты в рамках национального проекта? У нас фактически мы планируем, чтобы 2020 год был еще более активный, чем 2019. Мы прорабатываем сейчас взаимодействие с такими ведущими университетами и институтами, как ИТМО в Санкт-Петербурге, рядом вузов в Москве, в Новосибирске. Также у нас партнер является Томский государственный университет. И мы готовим заявки как по физике, по направлению химии, биологии, экономики и экологии. Я хотел отметить также, что помимо, у нас акцент сегодня сделан больше в естественный научный цикл, значит, дисциплин, но также хотел отметить, что очень важное направление – это гуманитарный блок. Это филология, это языкознание. И здесь у нас тоже очень большой потенциал, как со стороны факультета русской филологии, факультета остинской филологии. Вообще потенциал ученых сегодня очень большой, и просто нужно им правильно воспользоваться. И я имею в виду на федеральном уровне для того, чтобы правильно себя позиционировать. И убежден, что и 2020 год, и 2021 мы будем еще заявлять и узнавать новые имена, имена новых ученых и наших достаточно уважаемых профессоров, которые будут реализовывать свои идеи, которые не рождаются просто так. Угу. Коль уж вы коснулись темы филологии и русского языка, вот СОГУ также выиграл грантовую программу развития русского языка. И была недавно встреча по развитию русского языка Путина, где присутствовал министр образования и науки. И был вопрос по поводу все-таки бакалавриата, магистратуры, либо специалитет. Вот ваше личное мнение на этот счет, как вам кажется? Мое мнение, что если так конкретно отвечать, то, безусловно, специалитет – это 5 лет подготовки, он более отвечает требованиям со стороны учительского сообщества, значит, это будет более подготовленный специалист. С другой стороны, система, которая сегодня реализуется в рамках, опять-таки, здесь вопросы, может быть, более глубокие и профессиональные, потому что бакалавриат реализуется в течение 4 лет, и дальнейшее обучение в магистратуре в течение 2 лет, это получается общий цикл 6 лет, позволяет также нам выйти на качественную подготовку. Другой вопрос, как он все-таки реализуется реально, потому что каждый вуз, каждый регион имеет свои особенности в рамках подготовки, в частности, учителей русского языка и литературы. И, безусловно, есть нюансы, есть шероховатости, они были всегда, уверен, что и будут в будущем, но вопрос оценки качества – это уже, наверное, вопрос оценки экспертного сообщества, самих учителей, у которых и нужно спрашивать, насколько сегодня мы готовим, я имею в виду вузовское сообщество, готовит учителей для школы. Готовы ли они сегодня с первого же дня приступать, или же требуется более длительный период для адаптации наших учителей. И мой следующий вопрос Александру Петровичу. Вы работаете в том числе и с молодежью, да, и нужно вовлекать молодежь в науку, об этом говорится на самом высшем уровне, что это жизненно необходимо экономике России, вообще, в принципе, всему миру необходимо, да, развитие, движение вперед. Вот как вы оцениваете вовлечение молодежи в науку в нашем регионе, конкретно в СОГУ, может быть? Ну, я должен сказать, что... То есть интересуется ли?
Да, в Стремятся ли? последнее время делается очень много для вовлечения молодежи, начиная с школьных лет. Это и «Шаг в будущее», и другие конкурсы, где участвуют активно, и «Старт», и, значит, «Умник» и так далее. То есть вот для молодежи сейчас очень много возможностей проявить себя. И отрадно, что молодежь участвует в этих конкурсах, значит, я вот вижу, значит, как то один представитель какой-то школы, то другой представитель где-то отличился. Значит, это говорит о том, что российская наука не умерла, она жива. Значит, и есть надежда, что возродится так, как она была при Советском Союзе. Да. И такой обобщающий вопрос хочется задать. Все много говорят об утечке мозгов, как из региона, так и из России в том числе. И сейчас, когда есть ЕГЭ, естественно, лучшие ученики, как правило, хотят поступать за пределы своего региона, хотят в центральные вузы поступать. Какой есть резон оставаться здесь, в Осетии? Какой есть интерес молодому, талантливому человеку? Ведь наверняка есть определенные плюсы. Да, наверное, есть и минусы, но давайте остановимся на плюсах. Да, я абсолютно с вами согласен, что постановка вопроса об утечке интеллектуальной элиты не только в регионе, но и в стране она существует. И зависит это в первую очередь от условий, которые сегодня вуз, регион, страна может предоставить для исследований. И мы с вами можем наблюдать и констатировать, что ситуация кардинально меняется в последнее время. Интерес к науке и финансирование науки резко увеличивается. Да, безусловно, нужно, может быть, больший объем финансирования, нужны более кардинальные изменения, и это требует еще и времени, потому что нельзя это даже большим количеством денег изменить эту ситуацию за там, 1 год. Но в целом тот тренд, та динамика, которую сегодня мы наблюдаем, она положительная. Я хотел отметить очень важный момент, что сегодня в рамках глобального образования, по большому счету, не имеет значения, где ты находишься, где ты обучаешься. Важно, с кем ты коммуницируешь, важно, какие у тебя учителя, важно, какие у тебя наставники, научные руководители, и есть ли у тебя доступ сегодня к работе на том оборудовании, которое сегодня используется в мире для достижения твоего результата, для исследования на самом деле на высоком мировом или международном уровне. И опять-таки участие в таких грантах, закупка нового оборудования позволяет нам сегодня создавать эти условия. А потом очень важный момент, что образовательный процесс, он не ограничен только временем во время студенческого обучения. То есть сегодня принцип обучения в течение всей жизни, повышение квалификации, о которой вы сказали, возможность зарубежных или внутрироссийских стажировок, обмен опытом в рамках двойных программ, двойных дипломов, позволяет сегодня любому студенту, любому ученику выбирать и определять для себя место обучения, место стажировки. Как пример могу привести наше взаимодействие с городом Дубна, с Объединенным институтом ядерных исследований, где в частности с физико-технического факультета и с других факультетов у нас коллеги уже прошли достаточно интересные и профессиональные стажировки, а 2 наших представителя даже были приглашены на работу в одном из интереснейших мега-сайенс проектов на коллайдере Ника. Спасибо большое. Мы надеемся, что действительно молодежь будет идти в науку. У нас есть талантливая молодежь. Я еще раз вас поздравляю с победой, получением гранта и желаю Спасибо. успехов, коллеги. Спасибо. Это был важный вопрос. Всего доброго и до встречи.